отобраны пробы воды, почвы и загрязняющего вещества. Опрашиваются очевидцы произошедшего. Проведение проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, максимальное наказание за указанное правонарушение предусмотрено до 2 лет лишения свободы. 8 юных музыкантов из Казани получили путевку в большой мир музыки. Они стали стипендиатами межрегионального фонда «Новые имена». Их ждут гастроли, выступления с известными артистами. Первое прошло сегодня на сцене Большого концертного зала в рамках фестиваля «Денис Мацуев у друзей». Иван Лазебный с 4 лет занимается на флейте. Сейчас ему 11, и он уже профессиональный музыкант. Говорит, о таком успехе даже не мечтал. Случайно услышал о фонде «Новые имена» от преподавателя и пошел на прослушивание. Столько раз произведения обыгрывал, которые сейчас играть буду. Все равно очень сильно волновался. Ну, вот повезло. Взяли меня. Один из первых стипендиатов этого фонда – Денис Мацуев. Именно благодаря ему делегация преподавателей музыкальной школы при Московской консерватории приехала в этом году в Казань. Вот уже 2-й год подряд на сцене БКЗ проходит фестиваль «Денис Мацуев у друзей». А в этот раз в его программу вошли еще и мастер-классы от известных педагогов. Для меня очень важно почувствовать эту химию на сцене, которая возникает, когда выходит настоящий талант. Вот, поэтому «Новые имена» – это, знаете, это знак качества. А самое главное – это почувствовать, что ты нужен, почувствовать, что ты в одной обойме, в одной семье, потому что «Новые имена» – это действительно уникальный шанс для молодого таланта, чтобы из этого чада вырос настоящий большой глубокий музыкант. Но сегодня музыкант только в качестве гостя. Вместе с Александром Сладковским они вручают 8 ребятам из Казани заветные стипендии. Их называют молодыми искорками, и потому на сцене зажигают свечу, как символ новых имен. Фонд «Новые имена», он начинает свою работу в Казани, в Татарстане. Я считаю, что это, наверное, гораздо важнее даже того, что мы музицируем для публики. Понимаете? Это совершенно новое движение, новый вектор, потому что, конечно, наше будущее – это дети. За 25 лет фонд «Новые имена» уже помог 15 тысячам молодых музыкантов. Теперь и ребята из Казани смогут участвовать в его программах. Им купят новые инструменты, их ждет стажировка в летней творческой школе в Суздале и постоянные гастроли. Алия Сафина, Александр Решоткин. Вести, Татарстан.